Добрый день, уважаемые журналисты. Наш принцип «закон и порядок» остается основой деятельности органов внутренних дел, направлен на обеспечение безопасности граждан, поддержание общественного порядка, дорожной безопасности. Нетерпимость к любым правонарушениям является важным шагом к укреплению общественной безопасности. Нулевая терпимость – это отрицательная реакция на любые правонарушения, такие как мелкое хулиганство, нарушение тишины, распитие алкоголя, выброс мусора, а также нарушение правил дорожного движения, в том числе езда в состоянии опьянения. Особое значение проявления нулевой терпимости отводится потому, что безнаказанность за мелкие правонарушения приводит к созданию условий для совершения более тяжких преступлений. В Казахстане работа по реализации принципа нулевой терпимости ведется с 2012 года. За это время у граждан уже сложилось чувство нетерпимости к незначительным правонарушениям, хулиганству и бескультурию. На сегодняшний день граждане с активной гражданской позицией все чаще обращаются о фактах нарушения законности, таких как нарушение тишины, распитие алкоголя, нарушение ПДД, выброс мусора, семейно-бытовые отношения. Посредством СМИ, получается, обращаются в паблики, а также обращаются к участковым инспекторам полиции и на канал 102. Значит, кроме этого, нами проводится работа по выявлению нарушений с помощью камер видеонаблюдения. Такими комплексными у нас как Кибершериф, Зерик-2, Оракул-С. Кроме того, в текущем году у нас по области запланирована установка более 1000 камер видеонаблюдения. Это в городах Павлодар, Аксу и Экибастуз. Значит, если перейдем к цифрам, то за 2024 год в рамках нулевой терпимости было выявлено более 117 тысяч правонарушений, из которых мелкое хулиганство 1375 правонарушений, нарушение тишины 6929, распитие алкогольных напитков 9794, нарушение запрета курения 496 фактов, нарушение правил благоустройства 6282 и загрязнение мест общего пользования 1990. По линии дорожной безопасности выявлено более 91 тысячи правонарушений, в том числе за управление транспортным средством в состоянии опьянения 1622. Атмосфера нетерпимости к мелким правонарушениям является важным шагом в укреплении общественной безопасности и борьбе с преступностью. В этой связи органы внутренних дел призывают жителей, гостей Павлодарской области проявлять активную гражданскую позицию, не нарушать закон, а также, заметив любые правонарушения, не оставаться в стороне, сообщать об этом в полицию всеми возможными способами, как по телефону 102, так через средства массовой информации, либо непосредственно обратиться к участковому. У меня все, если вопросы есть. Пожалуйста, коллеги, ваши вопросы. Пожалуйста. По камерам, скажите, что 1000 камер ставят в этом году, да? Да, в этом году будут ставить. Будут ставить. Какие чаще всего нарушения выявляются с помощью камер? Ну, понятно, что ДТП, нарушение ПДД, да? А есть ли те, которые нарушены пешеходами? Как часто выявляете нарушителей среди пешеходов, которые, к примеру, перебегают дорогу в ложном месте? Есть ли шанс по камерам найти этого человека и оштрафовать? Работа именно по пешеходам, которые проходят в неположенных местах, работа ведется точечно. То есть у нас оператор ЦОУ сидит, например, мониторит камеры, вся стена у нас усеяна мониторами. То есть, если они видят правонарушение, они передают вызов ближайшему патрулю, который находится в данном районе, передают приметы, фиксируют правонарушение и, то есть, проводят, то есть, смотрят, в какую сторону направился правонарушитель, чтобы направить в ту сторону патруль. Патруль при задержании запрашивает ЦОУ непосредственно нарушение, потому что люди говорят, я не переходил, то есть, отрицают. И ЦОУ начинает дублировать им по радиостанции, передает полностью, как это было, в каком месте и внешний вид, во что был одет. После чего, если, например, правонарушитель хочет видеозапись, там патрулю на планшет отправляют видеозапись, где он совершает правонарушение, и составляется протокол по 615 статье. Часто встречаются такие случаи? Таких случаев, не скажу, что прям часто, но имеют быть.
нету. Цифру точно сейчас вам не скажу, сколько правонарушений именно здесь. Но если как бы хотите знать более точно, я могу запросить потом и вам, то есть, цифру сказать. Вот человек, грубо говоря, перешел дорогу в неположенном месте, его патруль, получается, нашел. Дальше что с ним делают? Получается, его штрафуют на месте? На месте. На месте. Да. На планшете составляется протокол, то есть данная статья не является судебной, на месте принимает решение сотрудник полиции. А если нарушений больше одного, повторное, например? То же самое? За повторность, да, все на месте идет. И еще один вопрос. Вот вы называли число преступлений, да? Точнее, а как в сфере семейных отношений? Какова сейчас ситуация по нарушениям? Есть ли уменьшение с следующими годами? И вот недавно рассказывали, что было ОПМ «Быт». Как она прошла? Так, по правонарушениям в сфере семейно-бытовых отношений. Как известно, у нас в 2014 году, с 16 июня, вступили поправки в законодательство, где статьи, такие как легкие побои, побои и легкий вред здоровью, перешли с административного в уголовный кодекс. Теперь это статья 108 прим. 1, легкий вред здоровью, и статья 109 прим. 1. Проведенным анализом, то есть мы анализируем, смотрим, если за 23 год, вот за этот период было порядка около 6,5, 7 где-то тысяч вызовов с серии быта, то за 24 год количество уменьшилось в 2 раза. То есть раньше по 73 прим. 1, так статья называлась, легкий вред здоровью, там был штраф 20 МРП, по части 1 был 15 МРП штраф и арест до 15 суток был. Сейчас же, получается, в уголовном там 100 часов, если мне память не знает, 100 часов плюс общественные работы, то есть на выбор, на усмотрение судьи. И статья уже перешла в уголовную. То есть, соответственно, люди стали понимать, уже у нас идут прецеденты, когда людей осудили, они уже отбывают наказание. И, соответственно, у нас резкое снижение идет. Действительно, сейчас мы смотрим по каналам 102, уже таких вызовов нет. Если раньше в день вызова серии быта в среднем составляли 30 вызовов, то на сегодняшний день вызова примерно 10-12 вызовов примерно порядка идет. А в общем, по правонарушениям по Павлодару снижение идет по всем или есть нарушения, которые стало больше? Такие правонарушения, как распитие алкогольных напитков, оно больше, например, по сравнению с прошлым годом брать, то оно увеличилось. Остальные снизились? Да, например, вот также мы сейчас работаем по статье 200, это реализация алкогольной продукции в запрещенное время, либо лицам, не достигшим 21 возраста. У нас также сейчас выявление, то есть 2 раза выявляется. То есть мы оформляем магазины за то, что они продают в неположенном месте, то есть в запрещенное время и лицам, не достигшим 21 возраста. То есть работа такая проводится, и есть показатели, на улучшение. Как-то так. Спасибо, Игорь. С прошлого года начали применять такие законы, новые нормы, что за левки, автомат, потом за еще какие-то правонарушения или ответственность такую. Это как изменилась ситуация вообще? Стало больше, меньше, работы стало больше, меньше? Не скажу, что работы стало больше или меньше. Реализация Вейпов, да. Новая статья, тоже Уголовного кодекса 301 прим. 1. В данном случае по данной статье мы работаем. Если раньше вейпы продавали везде, то есть оно было свободной продажи, то на сегодняшний день, как мы видим, уже такого нету. То есть если их и продают, то их продают скрыто, то есть через интернет-магазины, но при этом мы проводим мониторинг интернет-пространства и выявляем такие факты. Вот буквально, прошлый год, если так взять, то было выявлено 8 фактов, но при этом там товар был конфискован больше, чем 10 миллионов. То есть было изъято.
в настоящее время также проводятся, есть изъятие, есть, то есть статья работает, люди привлекаются, но... За прошлый год можешь назвать то самое, ярких примеров по применению санкций по адресу вейпами и так далее? По вейпам? Ну, сейчас так не вспомню, но я знаю, что, в Павлодаре, я знаю точно, выявили склад, где на 5 миллионов продукция лежала. Какую меру, то есть материал направили в суд или находится в производстве, ну, я сейчас точно вам не могу сказать, и какой результат по ним. А по нецензурной брани, по плевкам, там что же? Да, если, смотрите, если раньше у нас было мелкое хулиганство, оно включало в себя и нецензурную брань в общественном месте, и выброс мусора, то есть за окурки мы штрафовали, то на сегодняшний день у нас данная статья разграничена. То есть нецензурная брань в общественном месте – это и есть мелкое хулиганство, а выброс окурка, данная статья сейчас называется 434 прим. 2, то есть загрязнение мест общего пользования. То есть разделили. Почему разделили? Потому что законодатель посчитал так, и на практике как бы оно проще. Люди выбрасывают окурок, участковый составляет материал, направляет его в суд, то есть и дальше судебный процесс. Ну, то есть как бы правонарушение мелкое, а время занимает очень объемное. В связи с чем законодатель разделил и сделал так, что, например, за выброс мусора по факту сразу участковый на планшете составляет протокол. Все. А нецензурная брань и иные действия, которые нарушают общественный порядок, они остались судебными. То есть в данном случае, если была нецензурная брань, то нужно доказать, что она была, то есть фиксация видео или звуковая, ну то есть свидетелей. А окурок и плевок образно, там сразу на видео все снимается. Также по камерам ЦОУ, например, камеры ЦОУ смотрят, просматривают площади, то есть где места людей, там, получается, идет фиксация, и сразу они по факту сообщают, участковый или патрульная полиция приезжает и на месте составляет протокол. Ну, вот продолжение вопроса, коллеги, по алкогольному, по распитию напитков. Вот вы говорите, что в этом году, в прошлом году увеличилось количество. Это вот постоянно или бывает уменьшается, увеличивается по сравнению, наверное, с 23 годом? Но если так взять, то по сравнению с прошлым годом, да, с 23 на 24 год у нас, то есть рост, то есть, мы больше выявили. А если так брать по месяцам, то это, сезонное, то есть, зимой не так, а обычно, как наступает тепло, люди выходят во двор и начинают в ограде распивать, то есть, алкогольные напитки и так далее. Ссылаясь на то, что дома неудобно, дети ходят, значит, на улице, на лавочке можно это. Тем более, как они обычно говорят, это никому не мешает, мы же сами сидим тихо, молча, то есть, но это уже правонарушение, соответственно, в данном случае не только появление в общественном месте в пьяном виде, но и сам факт распития, то есть, если его граждане зафиксировали, то есть, с окна увидели, как сидят, распивают пиво, зафиксировали, например, позвонили участковым, показали видео, сказали, вот он, потому что бывает так, что на момент, когда полицейский приезжает, там, то есть все место очищается, сразу быстро в мусорку выкинули, мы просто сидим. То есть, но есть фиксация, если люди фиксируют, все, без проблем. Еще другой вопрос, многие волнуют, в советское время же пьяных там всегда забирали, что считалось. Сейчас какая полиция, человек пьяный, лежит там или себя ведет там как-то не подобающе. Как с ними общаться? При поступлении вызова о том, что, например, человек неадекватный, состояние опьянения, лежит, спит или просто идет, шатается, падает, патрульная полиция либо участковый, то есть приезжает на место, видит, что человек действительно в сильном алкогольном опьянении, то есть не стоит на ногах, чтобы не стать объектом либо субъектом преступления,
данные лица подбираются, привозятся в ЦВАТ. В ЦВАДе их врачи проводят освидетельствование, устанавливают степень. Если степень средняя, то да, помещается. Если она легкая, то есть тогда отпускают. То есть, либо когда доставляют, полицейские все равно разговаривают, и они говорят: за мной сейчас приедет жена, там, брат, отец и так далее. Разрешается, они звонят, приезжают родственники, доказывают, что они действительно родственники, и они с ЦВАДа забирают под расписку лиц, которые находятся в опьянении. Если нет, то их помещают до вытрезвления. То есть в обычный световой день это составляет примерно 3 часа. Если доставка идет уже после 9, то есть темное время суток, 10 часов, то их врачи оставляют до утра, до 6 утра. В 6 утра выпускают. Спасибо. Один вопрос еще можно? В случае прогрева автомобиля больше 5 минут. Нет, не было. В Павлодаре такого не было. Камералар бойынша сұрауға болады ма? Қазір қанша камера жұмыс істеп тұр? В настоящее время по городу Павлодару работает 117 камер видеонаблюдения, камера ЦОУ, которые передают информацию в ЦОУ. Кроме того, порядка 5000 камер подключены к ЦОУ, то есть это сторонние камеры, которые находятся в магазинах, в школах, то есть в других общественных местах. То есть с ними заключается договор, они подключают, дают доступ и таким образом просматривается. Также в Экибастузе стоит порядка 49 камер, которые трансляция идет в дежурную часть. И по АКСу также 45 камер где-то примерно стоит. Ана мың камера жаңадан орнатылады ма, әлде ескі камераларды орнатылады? Такие моменты, получается, в настоящее время, да, камеры все устаревшие. В этом году у нас будет модернизация. В прошлом году мы модернизировали ЦОУ, то есть завезли новое оборудование, установили более современное. И в текущем году сейчас идет, то есть планируется установка более современных камер видеонаблюдения. На каждом перекрестке будет устанавливаться порядка от 3 до 6 камер. То есть одни будут фиксировать скоростной режим, и остальные камеры будут смотреть за этим нарушением общественного порядка. Камера будет с областного бюджета? Финансирование будет с областного бюджета? Да, это акимат, при помощи акимата. А сумма известна? Сумма нет, сумма неизвестна. Пока что одобрили все, там пока ведутся подсчеты, расчеты. Поставщик тоже сейчас будут разыгрываться, тендер. Кто выиграет, значит, какая фирма выиграет, те будут устанавливать. Спасибо. Коллеги, еще вопросы, если есть? Если нет, есть? Можно еще по светофору? Сколько сейчас же часто устанавливается на перекрестках? Сколько вообще светофоров установлено за прошлый год и в этом году? Я вам сейчас точно не смогу ответить, сколько было установлено и сколько сейчас стоит, действует. Но да, вы правильно заметили, светофоры сейчас устанавливаются, потому что обращаются граждане, которые смотрят на ситуацию на дорогах, где-то машины не уступают, и они пишут, как говорится, обращение о том, что в данном перекрестке необходимо установить камеру, или на определенном участке дороги нужно пешеход поставить, и если есть пешеход, то дополнительно установить светофор, потому что, скажем так, вот у нас автодорога Кинжиколь, Семипалатинск дорога, да, там, где дачные массивы, стоят 3 пешехода, однако постоянно там сбивают, то есть, бывают случаи, что сбивают, не скажу, что постоянно, но за прошлый год 4 факта где-то было примерно, что сбили. Да, граждане остались живые, но при этом факт был. И я точно знаю, что жители обращаются, чтобы данные светофоры установили, чтобы какой-то уже контроль был. Получается, с
для безопасности пешеходов. Да, прежде всего, да. И, ну, то есть это не то, что для пешеходов, это для недопущения дорожно-транспортных происшествий. То есть главная цель. Почему? Потому что, ну, у нас не все, скажу, водители прям хорошо знают правила, кто-то не знает. И где-то, может, просто они могут знак «Уступи дорогу» не увидеть, то есть не обратить внимания, и подумав, что они едут по главной дороге. А когда стоит светофор, то есть он уже конкретно говорит красный, желтый, зеленый, то есть тут уже не спутаешь. То есть это дисциплинирует водителей.